несмотря на то, что звучат разговоры о том, что партийная система в Абхазии еще не сформирована, и что в Абхазии не очень сильные партии, но я все-таки позволю себе не согласиться с этим мнением. Я считаю, что партии в Абхазии существуют реально, они отличимы друг от друга своей идейной повесткой, своей такой вот концептуальной платформой. Мы, например, можем легко отличить партию экономического развития Абхазии от форума национального единства. Мы видим, как формулируют немножечко по-разному, хотя и при том, что цель одна у всех партий, но, тем не менее, какие-то вот нюансы, приоритеты формулируются этими партиями по-разному. Поэтому я бы предложила исходить из того, что коалиционные правительства создаются не только в парламентских республиках, они формируются, кстати, в конституционных монархиях, и такие государства отличаются очень высоким уровнем стабильности, высоким уровнем социально ориентированных политических программ. И такие государства, как правило, занимают очень серьезное, достойное место в международной иерархии, несмотря на свой удельный вес с демократической точки зрения. Поэтому стоило бы, наверное, исходить из того, что коалиционное правительство формируется в периоды таких внутриполитических кризисов, в периоды, когда наблюдаются в обществе такие вот сложные взаимоотношения между различными партийными и политическими и общественными силами. И именно сейчас в Абхазии мы можем констатировать такое положение, ситуацию такого внутриполитического кризиса. Поэтому реформы, конечно, очень нужны конституционные, и они будут требовать времени, потому что тут нужна и осторожность, и как бы такой вот перспективный современный взгляд. А вот с точки зрения формирования коалиционного правительства здесь не требуется так много времени, потому что налицо явные, яркие общественные силы, налицо разные идейные программы, и существует серьезная необходимость для консолидации этих программ, для, опять же, консолидированного движения вперед. İmaske şeskaran, icabado amalha, yahlafas, absnehim denazado, yaizerna, ana bkhari amchrebi, ay haberi zebekhe, yaizge achirwa, rehareze, absintri, agwapri, yiroknadim. Огарава ахдыры, логикавы, охотцевы рычаги. Яга уяваги, градициева, изишен давами из Хавай, Арсасьял, из Базаши, Рюкзадера, Айз, Адзидерза, Армияша, Ахтерза, Ховкус, изишен наша Абхарапы, Рзею Кава, и зимозимо аконза и нанайсо. Ади магоке худугарова радхади наридова. Уимо, ади маркапша, а так копрозду, анал, знавала го, чирва, рвапша, рхашна, хыпси, яхана, рхазы, مسارا آخر جز با آخر چگه باور با روشنا آیدر یرزکس المال نخوا آردوار با یرزو یچرم زرزاوش مرا ازار یباد یارگیوت جاب المال مسکی یباد آخر رخان با یاکوشنا باور با آروکوشنا رخود سرخ شده جدا داغ هات سویاش دواناس یکجا ترشوار أرواح ولا ينافع هذا الشيء يكشار تجي
восприятие. И важно, и очень. Их рано регулярный, рычевич. А биявском абсенхаю лыке изерко. Хызыдох сымох чеварапе. Вот от автомобиля и узелского. Избанзер и другой заханпы, а бабарки и убадмершер залхом, скинь, щупсапа, рашка, а феодал, а теперь, а как через бабарка, я войне, а вам это учитель положил. А того, архоцева, рышага, изау, обжершества, рамки, а феодальца, рухши и шагай вода. Яровьялаги, хазхусто, рычкишевства, рамки, фареш, Система принятия решений и нахождения, как говорится, нужных вещей в абхазской этносе, в абхазской мифологии, в абхазском социуме, оно было представлено двумя вещами. Первое — это НДХ, это иррациональный поиск. И второе — это Лукнашта, то есть аналитический совет, который уже вот эти рациональные знания переводил в доступные, понятные человеку, простому народу вещи. То есть на данный момент мы считаем, что у нас можно было бы в контактном виде составить вот такую систему, прогностическую платформу, именно нашу, которая бы учитывалась как и наш опыт наших предков, так и, как говорится, наши будущие вещи, которые мы могли бы сделать. Это вот что касается как бы принятия решений. Главная проблема заключается в том, что здесь вот упомянула Лена, Таня. Это вопрос о том, что есть попытки как раз трансформации этого конфликта. И самый главный вопрос – это вопрос паспортизации, который вы поднимали. Вы знаете, все общества. Не только один человек, естественно, не мог выиграть эту битву. Весь народ фактически поднялся, и никакой абсолютной реакции нет. И парламент решил, и все вот с 30 апреля, считайте, вот, к концу года будет 8 месяцев уже, и абсолютно никакого движения нет. Вообще ни в одной стране мира, ни в одном государстве это невозможно. Это просто как показатель того, к чему мы вообще пришли. Что президент фактически он не исполняет решения парламента, не исполняет свои функции самые необходимые. Здесь очень много говорилось, когда об импичменте. Импичмент, в принципе, уже состоялся в умах народа. Это фактически есть на сегодняшний день, никуда это не делаешь. И я просто себе не представляю, каким образом можно себе предполагать, как дальше будет вообще действовать власть. Но я думаю, был бы хороший подарок к Новому году, если бы все вместе ушли в отставку Вот это потому что другого выхода нет. И осложняем ситуацию не мы, как это кое-кто пытается представить, осложняем ситуацию именно эти люди, которые сидят в своих креслах, извините меня, и занимаются совершенно другими вещами. Меня еще удивляет такая вещь, понимаете, что это же не просто затронуть был этот вопрос паспортизации. Речь идет о том, что именно граждане Грузии становятся обладателями наших паспортов и будут влиять на все будущее наше. Неужели это непонятно? Непонятно отдельным министрам, премьер-министрам или еще кому-то. Абсолютно, мне кажется, это абсолютно ясная вещь. Здесь нужно просто принимать какое-то решение, в конце концов. Потому что дальше так невозможно. Делать вид, что ничего не происходит, и кое-кто думает загасить, поднять какие-то другие проблемы, стравить одних с другими, увести в сторону. Я думаю, это не получится и не будет иметь никакого успеха. Я просто себе даже не представляю, как дальше они будут вообще функционировать. Ну, пройдет этот год, как будут они дальше функционировать, вот в чем вопрос. И не только они, и мы все вместе. Возвращаясь к теме трансформации грузино-абхазского конфликта, этот процесс идет давно, как вам известно, и главная цель, одна из главных целей этой трансформации, это два результата. Один результат, значит, трансформировать грузинская сторона его пытается в российско-грузинский конфликт,
а другая стоит задача трансформировать его во внутриабхазский конфликт. Это не был конфликт между Грузией и Абхазией, а конфликт внутри Абхазии между самими гражданами Абхазии. И поэтому такая массовая паспортизация граждан Грузии, вернее, в первую очередь попытка их легализации, да, она говорит о том, что те грузинские планы, которые мы не раз поднимали в стенах института, и не только, которые звучали сперва как план мирного покорения Абхазии, потом как стратегия вовлечения Абхазии в Грузию, значит, без признания независимости, эти планы, озвученные грузинской стороной, с одной стороны, они получили вот фактическое подтверждение в политике абхазской власти. И чем это вызвало такое совпадение, этот вопрос задавался нам неоднократно, и даже, как вы знаете, мы просили, значит, организовать прямой эфир непосредственно с главным ответственным за такую политику, то есть гарантом Конституции, с президентом, но такой возможности мы пока не получили. Более того, эти процессы, вот как здесь было сказано предыдущим оратором, бывшим секретарем Совета Безопасности, они настолько угрожающие, и угрожают они уже не только безопасности Абхазии, а угроза региональной стабильности, а возможно, они могут повлиять и на какие-то глобальные процессы, потому что контекст геополитических противоречий, в первую очередь, да, в которых происходит вот такая негативная трансформация, он очень нестабильный, и в зависимости, в том числе в зависимости от того, как мы, абхазское общество, вернее, та его часть, которая последовательно десятилетиями защищала, значит, национальные интересы Абхазии, тем самым защищая интересы других народов Абхазии, мы сможем остановить эти антиабхазские процессы и сможем утвердить некий новый вектор оздоровления власти и новый курс во внутренней и внешней политике. От этого может зависеть, возможно, и политика и позиция России в отношении Абхазии, и позиция других стран, западных стран в отношении Абхазии и абхазо-грузинского конфликта. Что касается заявленной темы относительно конституционной реформы и реформ системы управления, на мой взгляд, в первую очередь нужно говорить о том, насколько нынешняя система она раскрыта в полной мере, то есть насколько насколько механизмы прозрачности власти, механизмы контроля общества, власти и бизнеса, будь то государственный и частный, они задействованы. То есть все механизмы использованы, на мой взгляд, далеко не все, и в зависимости от того, какими будут эти механизмы прозрачности и контроля, от этого зависит, насколько будет социально ориентированная власть и бизнес, будь то государственный и частный. И, может быть, имеет смысл говорить прежде всего о необходимости обсуждения и применения этих механизмов в ныне имеющейся системе. Почему? Вот относительно вопросов паспортизации было четко, ясно видно, что в зависимости от того, каким будет в первую очередь решение парламента, от этого может зависеть дальнейший сценарий. Что я имею в виду? Значит, исполнительная власть, в том числе Генеральная прокуратура, в первую очередь, по факту вообще любой статьи или заявления должна создавать следственную группу и вести следственные действия, и выяснять, значит, автор статьи виновен в чем-то, лжет и врет и так далее, или имеет место реальное преступление. Таких статей было целое, как говорится, большое множество, но прокуратура не проявляла никакого интереса к этим статьям, и, следовательно, питать иллюзию, что прокуратура выявит и аннулирует какие-то незаконно выданные паспорта, на мой взгляд, было не совсем верным. И поэтому то решение парламента, которое было принято, опять же, на мой взгляд, не совсем в полной мере отражает те полномочия, которые имел парламент. Что я имею в виду? Значит, там, как вы помните, сказано о необходимости выявления и аннулирования незаконно выданных паспортов. А какие именно ими являются, прямо в тексте не указано, потому что это, во-первых, опять же, значит, думается, что было бы более целесообразно попытаться, может быть, его не приняли бы все депутаты, но попытаться принять закон, обсудить, по крайней мере, законопроект, потому что только закон является обязательным для исполнения всеми органами исполнительной власти, об аннулировании этих комиссий незаконно созданных и всех паспортов, выданных этими незаконными комиссиями. Тогда было бы гораздо легче ставить вопрос, в том числе и значит, о правомощности занимаемой должности президентами и другими ответственными лицами.
Но мы этого не получили, поэтому я думаю, что именно этим вызвано в немалой степени затягивание этого процесса.